Какой повод сегодня у нас для разговора? Дело в том, что в Крыму утром 7 июля российские силовики провели ряд обысков и задержаний по итогу крымских татар. По информации активистов, в управление ФСБ в Симферополе увезли 7 человек. Еще один человек, по данным активистов, находится в розыске. Об обысках в домах крымских татар сообщила рано утром во вторник в объединении «Крымская солидарность». Сначала сказали о том, что обыски проходят в Бахчисарайском районе, позже стало известно о том, что российские силовики проводят обыски еще по ряду адресов в разных районах Крыма. По последним данным движения «Крымская солидарность» в управление ФСБ в Симферополе увезли. Перечислим сейчас тех крымчан, которые сегодня стали фигурантами вот этих историй. Это Алим Суфьянов из села Железнодорожное Бахчисарайского района. Это Сейран Хайреддинов из села Белокаменка, тоже Бахчисарайского района. Это Александр Сизиков, село Севастьяновка Бахчисарайского района. Эмиль Зиеддинов, поселок Октябрьское Красногвардейского района. Это Исмет Ибрагимов, поселок Курцы Симферопольского района. Это Вадим Бектемиров из Каменки Симферопольского района, а также Закирья Муратов из Алушты. Кроме того, обыски проходили у Дилявера Меметова из Алушты, но при обыске его не было дома, и его продолжают искать, по данным движения «Крымская солидарность». В этом же движении обращают внимание на то, что один из задержанных, Александр Сизиков из Бахчисарайского района, имеет инвалидность первой группы. Он полностью лишился зрения в 2009 году. И днем появилось сообщение Центра общественных связей Федеральной службы безопасности России, согласно которому задержанных подозревают в участии в организации Хизбут Тахрир, причем 3 задержанных называют предполагаемыми руководителями ячейки. Я напомню, что Верховный суд России запретил Хизбут Тахрир в 2003 году, включив в список объединений, названных террористическими. В Украине и большинстве стран мира деятельность этой организации не запрещена. Тут, наверное, стоит напомнить о том, что представители Международной исламской политической организации Хизбут Тахрир называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, отвергая при этом террористические методы достижения этой цели. И напомню, что после 2014 года на Крымском полуострове появилось несколько так называемых дел Хизбут Тахрир. О ситуации с Хизбут Тахрир в России, аннексированных Крыму и Севастополе, мы еще поговорим, а прежде выясним обстоятельства все-таки того, что происходило рано утром 7 июля. К нам подключается по телефону адвокат из Крыма Лилия Гемиджи. Лилия Ханум, добрый вечер. Добрый вечер. Я у вас сразу уточню, правильно ли я понимаю, что вы сейчас будете адвокатом Исмета Ибрагимова? Нет, не совсем точно. Я присутствовала на обыске, пыталась присутствовать именно на самом обыске, но меня не допустили к Исмету Ибрагимову. Я находилась возле дома его, где проходил обыск. После я оказала юридическую консультацию его супруге. Вот, в принципе, мое общение с Исметом Ибрагимовым на этом закончилось. На следствии, на предварительном следствии его интересы представляет адвокат Айдер Азаматов, а я взяла защиту жителя города Бахчисарайского района Сейрана Хайреддинова. Поняла. А вы могли бы уточнить тогда по Сейрану Хайреддинову? Вот мы видели сообщение ФСБ, да, 4 обвиняют, подозревают в участии в Хизбут Тахрир, а 3 в якобы руководстве ячейкой. Что инкриминирует непосредственно Сейрану Хайреддинову? Сейрану Хайреддинову инкриминируют участие в деятельности Хизбут Тахрир по версии следствия. Сизиков, инвалид первой группы, абсолютно слепой человек, организовал террористическую группу, раздавал там планы, задачи и так далее. И в эту террористическую группу входили Алим Суфьянов и Сейран Хайреддинов. При этом Алим Суфьянов не знаком ни с Сизиковым, ни с Сейраном Хайреддиновым. Сизикова он видел
ну, в силу своей профессиональной деятельности, когда он приходил к нему, и он, как парикмахер, оказывал ему соответствующие услуги. Тиран Хайретдинов не знает Алима Суфьянова, но, скажем так, у него есть знакомство с Сизиковым, но это знакомство не является тесным. Мой подзащитный отрицает участие в каких бы то ни было холокатах, которые ему инкриминируют. Он не признает свою вину, абсолютно растерян, что вот совершенно невиновные люди. Он был очень таким домашним человеком, скажем так, не очень активным. Больше вот он в семье находился, и что пришли даже за ним. Это подтверждает то, что на сегодняшний день антитеррористическое законодательство Российской Федерации, оно используется именно как инструмент репрессий, как инструмент подавления инакомыслия, но не как использование рычагов для предотвращения террористической деятельности. Абсолютно ненормально говорить о том, что инвалид первой группы, который не может самостоятельно передвигаться, читает книги, которые подбросили ему. Вот в таком вот, я не знаю, абсурде мы находимся уже не первый год. И сегодняшний подброс книг Сизикову и всем остальным фигурантам, которых сегодня задержали, он показывает несостоятельность всех, скажем так, обвинений, которые пытаются предъявить им в качестве их деятельности, вот, в качестве их террористической деятельности. Лилия Ханум, я хотела бы процитировать вот фрагменты из сообщения Центра общественных связей ФСБ России. Версия, которую они озвучивают, установлено, что члены, это цитата, терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. Конец цитаты. Я поняла позицию вашего подзащитного, он отвергает эти обвинения. Аналогична ли ситуация с другими задержанными по этой истории? Что думает об этой версии, которая изложена в пресс-релизе ФСБ? Безусловно, все они отвергают свою антиконституционную деятельность. Это все люди, не имеющие абсолютно никакого отношения к терроризму. Это люди, которым подбросили книги, но у которых не нашли ни оружия, ни каких-либо еще инструментов, необходимых для захвата власти в Российской Федерации, для свержения конституционного строя, либо для изменения конституционного строя. Это, на мой взгляд, просто фабрикация уголовных дел на основании совершенно, скажем так, неприменимого решения суда, Верховного суда 2003 года о признании Хизб ут-Тахрир террористической. Если мы, как юристы, как адвокаты, начнем анализировать соответствие решения, действующего законодательства Российской Федерации, то мы видим полную несостоятельность в этом аспекте. Это у нас на руках есть заключение кандидата юридических наук Юрия Костанова, который буквально по полочкам разложил, в чем несостоятельность такого решения, и на основании того, как оно было принято, на основании того, кто был ответчиком, учитывая, что это был гражданско-процессуальный кодекс применялся в тот момент. И на сегодняшний день решение суда 2003 года о признании Хизб ут-Тахрир террористической организацией базируется на законе, который не действует в Российской Федерации. Сейчас принят другой закон о противодействии терроризму, в котором четко прописано, что такое терроризм, что такое террористическая организация и какие действия подпадают под эти понятия. И как раз-таки этих действий нету ни у тех, кого предполагают как участников Хизб ут-Тахрир, как членов Хизб ут-Тахрир, ни у самой организации.
В Крыму есть уже целый ряд так называемых дел Хизбут Тахрир. Это один момент, на который я хотела бы обратить внимание. Второй момент — это то, что те люди, которые были задержаны сегодня, они жители разных районов Крыма. И у меня поэтому к вам, Лилия Ханум, вопрос вот какой. Известно ли вам, как это дело, является ли это одним делом, то, что им инкриминируют, было ли это дело уже, или это какое-то новое дело Хизбут Тахрир? Возможно, вы можете сейчас уже объяснить, как это будет выглядеть. Возможно, не до конца полно, но я могу объяснить. Сизиков, Суфьянов и Хайреддинов проходят по новому делу. Это будет уже Бахчисарайская 4-я группа, где организатором является Сизиков. И двое из них, участников, это Суфьянов и Хайреддинов. Задержанный Муратов, Зикирья и находящийся в розыске Дилявер Меметов, они проходят, скажем так, они являются по версии следствия участниками ячейки, дело которое уже находится в суде, Алушинская группа. При этом я вот хотела бы, наверное, подчеркнуть, что Дилявера Меметова объявили в розыск, достоверно зная, что его нет в Крыму, что он уже длительное время проживает на территории Украины. И сегодняшние обыски в доме у него, у его матери, у его сестры и у его сватов как раз-таки подтверждает то, что следователям достоверно известно было, что Дилявер Меметов в Крыму уже не проживает. Следующая группа у нас Эмиль Зиадинов проходит один по делу, то есть это вот такой одиночка вроде Энвера Ситусманова, но если Энвера Ситусманова к Севастопольской группе относили, то здесь он как одиночка. И задержанные Бексимиров и Ибрагимов мне неизвестно, будет ли это одно дело, либо их как-то тоже по одному распределят. Поняла. Я еще хотела уточнить у вас вот какой момент. Вот те 7 человек, которые были задержаны сегодня, являются ли они, ну, я не знаю, там вот вели ли они активную гражданскую деятельность? Связываете ли вы это задержание каким-то образом с тем, что они как-то публично высказывали свою политическую или гражданскую позицию? Безусловно, посмотрите на Эмиля Зиядинова. Это как раз тот человек, который ради того, чтобы показать несостоятельность предъявляемых крымским татарам, мусульманам Крыма обвинений, не побоялся поехать в Москву и выступить там в качестве пикетчика. При этом на нем была футболка, я не помню лозунг, но это, я думаю, легко найти в интернете, что крымские татары не являются террористами, за что он был задержан. Позднее он был привлечен к административной ответственности, и ему был назначен административный штраф. Он очень активный, присутствовал всегда на судах, то есть никогда не оставался в стороне от активной общественной жизни. Не могу сказать много про других участников, не всех знаю лично, не всех знаю хорошо, даже визуально не всех знаю. Вот, знаю, что Зикирья Муратов, он помогал родственникам политзаключенных добираться на суды в Южный окружной военный суд, где рассматриваются дела по существу. Возможно, и остальные были активными, но в силу того, что на сегодняшний день в Крыму большое количество людей, которые активно участвуют в общественной жизни, не всегда я знаю их лично, не всегда знаю даже на лицо. Понимаю. Буквально один к вам еще такой вопрос. Вот учитывая то, что и вы обратили на это внимание, что задержанный Сизиков, у него инвалидности первой группы, может ли он рассчитывать на какие-то другие условия содержания, учитывая вот этот момент, и наверное, все-таки принимая во внимание то, что ему инкриминирует, по вашим словам, как раз то, что он возглавил якобы вот эту ячейку? Учитывая его заболевание, учитывая его неспособность самостоятельно себя обслуживать и учитывая тот факт, что только лишь в отношении него мера пресечения будет избираться сегодня, в отношении остальных фигурантов мера пресечения будет избираться, скорее всего, завтра после обеда,
то я думаю, что следствие все-таки не возьмет на себя ответственность за помещение его в СИЗО, и следствие выйдет с ходатайством в суд об избрании Сидикову меры пресечения в виде домашнего ареста. Вот это пока мои предположения, как будет обстоять дело с Сидиковым. Я думаю, что и в следственном изоляторе, даже при всем желании поместить туда Сидикова, не найдется людей, которые готовы ухаживать за абсолютным инвалидом, которые не готовы будут ухаживать и поддерживать его жизнедеятельность. Поняла, спасибо вам большое. Это была Лилия Гемиджи, адвокат из Крыма. Отмечу, что в эфире радио Крым Реалии говорим о том, что в Крыму рано утром 7 июля российские силовики провели ряд обысков в домах крымских татар. По итогам задержаны 7 человек, еще один крымчанин в розыске. И по словам Лилии Гемиджи, она взяла под защиту Сейрана Хайреддинова. Это житель села Белокаменка Бахчисарайского района. И мы подготовили вот несколько фрагментов со странички в Фейсбуке движения «Крымская солидарность». Они пообщались с адвокатами, которые утром 7 июля пытались помочь тем крымчанам, у которых проходили обыски, пообщались с членами их семей. Давайте послушаем, что рассказал адвокат Ислам Белиляев. Он утром прибыл в поселок Октябрьское, где проходил обыск в доме Эмиля Зияддинова, и рассказал он Крымской солидарности о том, что его не пустили в дом к Эмилю Зияддинову. Обыск начался, по словам очевидцев, в 4 часа утра. Сотрудники ФСБ ворвались в дом. В доме находится сам Зияддинов, его семья, 4 несовершеннолетних, по-моему, детей у него, престарелые родители. На мои требования, чтобы меня допустили к моему подзащитному присутствовать при обыске, сотрудники ФСБ взяли мою визитную карточку, сходили к старшему, я так понимаю, сообщили, что нужно ждать, право на защиту нарушено. Меня не допустили до проведения обыска. А вот что рассказал о еще одном задержанном 7 июля Сейране Хайреддинове из Белокаменки его сосед Бекир в комментарии Крымской солидарности. Человек он хороший, отец 3 детей, на виду, никогда не скрывался ни от кого. Говорил всегда только прямо, правду. Работал, как многие, на стройке, там, где получалось, содержал семью, вот, строит новый дом для семьи. Все, кто его знает в селе, даже и не представляли, что могут прийти к человеку. Супруга Зикирьи Муратова из Алушты Нина рассказала Крымской солидарности о том, что в ходе обысков в их доме изъяли книгу, о которой, по словам и самой Нины, и ее мужа, Зикирьи Муратову было ничего не известно. Было человек 7. Они, весь дом они, получается, обыскали. И чердак, и подвал, и двор. Детские игрушки подкинули, белую книжку, которую базу даже не видели никогда. Мы хотели позвонить адвокату. Мы сказали, что мы имеем право на адвоката. Они сказали, что во время обысков вы не имеете права звонить адвокату. Это была супруга Вадима Бектимирова из Каменки Симферопольского района. Мы немного перепутали звуки. Предлагаю все же послушать, что сказала жена Зикирьи Муратова из Алушты Нина. 7 июля пришли в 3 часа ночи, предъявили ордер на обыск, все перерыли, нашли какую-то книгу, но Зикирья говорит, что книги это не его книга. И месяца 2 назад приходил человек с Симферополя, предъявил фотографии, предлагал ему сотрудничество, он отказался. Он сказал, что я тебя все равно посажу. Я отмечу, что в Российской Федеральной службе безопасности заявления, которые прозвучали уже 7 июля от некоторых родственников задержанных относительно того, что, возможно, некоторые вещественные доказательства во время обысков были сфальсифицированы, пока никак не комментировали. Но добавлю также, что есть уже реакции со стороны прокуратуры Автономной Республики Крым, которая находится на материковой части Украины. 7 июля там сообщили об открытии уголовного производства по факту проведенных во вторник обысков российскими силовиками. Дело завели по статье о нарушении неприкосновенности жилища Уголовного кодекса Украины. К нам присоединяется по телефону глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат ага, добрый вечер. Здравствуйте. С чем связываете обыски, которые прошли в домах 7-8 крымских татар сегодня утром? Но, видите, некоторое затишье было связано с тем, что все
стороны оккупационной власти работали на обеспечение в оккупированном Крыму так называемого общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Разумеется, что результаты этого голосования были продемонстрированы такими, какими они были заранее запланированы, но в любом случае оккупационная власть анализировала в том числе и выход жителей Крыма для участия в этом незаконном голосовании. И, как говорят эксперты, одной из причин вот такого массового возвращения, массовых репрессий является месть за провал голосования, которое, в общем-то, обещалось отдельными коллаборантами со стороны крымских татар. Такого участия крымских татар в так называемом общероссийском голосовании не было. Это первая причина. Но вторая, и она всегда остается, это стремление оккупационной власти максимально дезориентировать крымское общество, все больше страха насаждать в головы и сердца людей, чтобы они сами покидали Крым. А их место будет занято теми переселенцами из Российской Федерации, поток которых все время увеличивается. Рифат Ага, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне, что есть у нас звонок слушателя или слушательницы. Добрый вечер. Кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме. Это меня? Да, говорите, пожалуйста. Алло. Вы в прямом эфире. Да. Я отвечаю на ваш небольшой вопрос. Бедные татары такие белые пушистые, все на них валят, все они виноваты. Но я хочу вспомнить 44-й при фашизме, когда у них их было поставлено 40 тысяч под ружье. Это как объяснить? Тоже тогда на них наговорили. А вы откуда вы нам звоните? Я с города Феодосии звоню. Поняла. Я поняла вашу реплику. Есть возможность получить ответ на то, что вы сказали. Сейчас от главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров с нами на прямой телефонной связи. Рифат Ага, есть ли вам что ответить нашему слушателю? Я не знаю, как зовут этого, извините меня, упыря, потому что любой человек, который оправдывает массовые преступления, совершенные в годы Второй мировой войны, будь то фашистами или будь то коммунистами, он недостоин иного названия, как упырь. Так вот, я не знаю, как зовут этого упыря, но могу его поздравить с тем, что он количество так называемых предателей со стороны крымских татар по сравнению с Берия увеличил 2 раза. Берия приводил в своем донесении на имя Сталина цифру 20 тысяч. И эта цифра была абсолютно вымышленная. Хотя мы все понимаем, что причинами массовых депортаций со своих исторических земель многих народов, включая крымских татар, были отнюдь не цифры, которые свидетельствовали о том или ином поведении. Причиной массовых депортаций народов, в том числе крымско-татарского народа, было наличие очень большого количества вот таких упырей, которые вот нам сейчас позвонил из Феодосии. Рифат Ага, я вас попрошу, понимаете, Минуточку. слушателя нет уже с нами на прямой телефонной связи, он не может вам ответить на то, как вы его назвали. Подождите, дайте мне ответить до конца. Я его называю упырем, потому что в другом бы обществе, западном, любой человек, который сейчас пропагандировал бы массовые депортации и убийства со стороны даже прошлых режимов людей, он бы немедленно был бы арестован. А мы живем в таком мире, и поэтому позвольте я закончу. А закончу я тем, что вот всегда человеконенавистнические режимы, они опираются вот на таких упырей, которые вам позвонил из Феодосии.
Рифат Ага, возвращаясь к теме непосредственно нашей программы сегодня, вот в тех условиях, когда 7 человек задержаны по итогам обысков 7 июля, 1 человек находится сейчас, я так понимаю, в розыске, не могу сказать, официальным или нет, тем не менее, может ли что-то в этих условиях сделать государство Украина и, возможно, международное сообщество, чтобы как-то на ход этой истории повлиять? Сегодня немало сторон выразили беспокойство в связи с тем, что случилось в Крыму. Видите, я пытаюсь говорить спокойно, но я отдаю себе отчет, насколько вот скептицизмом и болью слышат вот эти слова обеспокоенности в Крыму. Потому что, с одной стороны, реагирование необходимо и всегда. Оно, знаете, как кирпичики в стенку ложатся в основании того международного трибунала, который обязательно состоится по отношению к преступникам в оккупированном Крыму. С другой стороны, если уже быть абсолютно откровенным в ответе на ваш вопрос, я должен сказать, что мы сегодня не обладаем, мы как государство Украина, не обладаем эффективными механизмами воздействия на российских оккупантов в Крыму. Такими методами может воспользоваться лишь международное сообщество, но для этого нашему государству необходимо быть более мобилизованным и более целеустремленным в партнерстве с международными организациями и с правительствами ведущих государств. Я вас опять попрошу оставаться с нами на линии, потому что подсказывают, что есть еще один слушатель, у которого вопрос непосредственно к главе Меджлису крымско-татарского народа Рифату Чубарову. Добрый вечер. Кто вы? Откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика? Добрый день, Ирина Умовская. Это Александр из соседней России. И у меня, уважаемому Рифату Чубарову, такой вопрос. А вот на каких международных, так скажем, организациях вы доносите свой голос, потому что то, что наши негодяи творят, это понятно, что они творят. А что делаете вы и делает сама Украина, потому что, вот знаете, наш царь обнулился, и теперь, как мне чувствуется, здесь живя, и нам, а особенно вам, будет не очень весело. А вам, как всегда, удачи и низкий поклон. Спасибо за ваш звонок. С нами на прямой телефонной связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Немного вы уже ответили на этот вопрос, но все же, возможно, есть вам что дополнить. Я могу сказать о том, что, знаете, очень много проблем и в нашем государстве, в украинском, и можно очень много говорить критического о обществе украинском, особенно о власти Украины, в нерешении тех проблем, которые касаются повседневной жизни людей, в том числе обеспечения их прав. Но в ситуации, когда мы находимся в стадии войны, и когда не мы пришли на чужую землю, не мы напали на соседей, а Россия вторглась на наши территории, конечно, говорить о том, что украинское государство было бы способно одновременно решать все свои внутренние вопросы и параллельно с отпором внешней агрессии, в наших условиях это очень трудно. Поэтому нам надо всем, в том числе, возможно, и той части российского общества, которая сохраняет честь и достоинство. Я очень признателен таким людям. Они есть в России, просто они тоже раздавлены. Многих их также вытеснили за пределы России. Просто нам надо попытаться, где возможно, только объединить усилия для того, чтобы этот обнуленный царь как можно скорее сел на скамью международных преступников. Поняла. Спасибо вам большое. Это был глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, что утром 7 июля российские силовики провели обыски, и по итогам этих обысков задержали 7 крымчан. Еще один крымчанин, сейчас его ищут, потому что по версии ФСБ и по версии движения «Крымская солидарность» к Диляверу Меметову из Алушты тоже есть вопросы. У нас была возможность узнать подробности этого
этого дела у адвоката из Крыма Лили Гемиджи. Она обратила внимание на то, то есть спрогнозировала, как может выглядеть это дело. Речь идет опять-таки со стороны Федеральной службы безопасности, звучат обвинения в связях этих крымчан с запрещенной в России организацией Хизбут Тахрир. Я напомню, что в Украине деятельность Хизбут Тахрир не запрещена. И в связи с массовыми обысками и задержаниями в Крыму 7 июля опубликовало свое заявление уже Министерство иностранных дел Украины. Ведомство отметило, что, цитирую, такие действия России являются продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины, оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы. Конец цитаты. Министерство иностранных дел Украины считает, что целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку. Министерство иностранных дел России пока на это заявление не реагировали, но могу отметить, что была уже официальная реакция со стороны непосредственно российской ФСБ. Там заявили о том, что задержанных подозревают в участии в организации Хизбут Тахрир, причем 3 задержанных называют предполагаемыми руководителями ячейки. Даже не одной, а получается, что нескольких, если исходить из того, что нам рассказала Лилия Гемиджи. И сделал по поводу заявления сегодняшнего, задержания сегодняшнего заявления даже подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов. Он, в частности, поблагодарил сотрудников российской ФСБ и других правоохранительных органов России в связи с задержаниями в Крыму 7 июля и заявил, цитирую, «Преступники не имеют ни национальности, ни вероисповедания, хотя могут использовать национальные и религиозные идеи в качестве прикрытия для своих преступных планов». Это цитата, я напомню. И вот еще фрагмент из его заявления в Фейсбуке. Давайте послушаем, мы его начитали для вас. Задержано 7 человек, 3 главаря и 4 рядовых активных участника. Это часть системной работы по борьбе с экстремизмом и терроризмом, которую очень последовательно и профессионально ведут наши правоохранительные органы. Отмечу, что сам факт наличия на крымской земле членов Хизбут Тахрир – это во многом наследие украинского периода. Киев много лет сквозь пальцы смотрел на деятельность экстремистов, рассчитывая использовать их в качестве инструмента для нагнетания межнациональной и межконфессиональной напряженности в регионе. Но в российском Крыму таким персонажам места нет. Они должны и будут сидеть в тюрьме. Без вариантов. Это версия событий от российского главы Крыма Сергея Аксенова. Я же напомню, что задержанные, по крайней мере, по предварительной информации, которая прозвучала от адвоката из Крыма Лили Гемиджи, все задержанные свою вину в том, что им инкриминируют, отрицают. К нам присоединяется по телефону из Москвы Сергей Давидис, член Совета правозащитного центра «Мемориал». Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела у вас спросить о чем. Мемориал следит за тем, как развиваются дела Хизбут Тахрир, в частности, и в Крыму, и Севастополе. Какие вопросы возникают у правозащитников к этим делам? Почему правозащитный центр «Мемориал» считает фигурантов этих дел людьми, которых преследуют по религиозному признаку? Собственно говоря, преследование это осуществляется на основании решения Верховного суда Российской Федерации 2003 года, которым Хизбут Тахрир была признана террористической организацией. В самом этом решении, которым пара десятков организаций, в том числе и реально террористических организаций, были объявлены таковыми, Хизбут Тахрир посвящен один абзац, и ни слова о террористической деятельности нет. Это решение не основано буквально ни на чем, не аргументировано, незаконно, и при этом его не было возможности обжаловать. Те люди, которые сейчас пытаются его обжаловать, оказываясь его жертвами, получают ответ, что они не являются надлежащими участниками процесса и лишены права обжаловать. Таким образом, отменить его нельзя, оно сказывается на судьбах сотен людей в России и в Крыму, которые попадают за решетку, вплоть до 24 лет сроки назначаются по таким делам. Соответственно, помимо необоснованности формального решения судебного, которым Хизбут Тахрир признан террористической организацией, мы, исследуя материалы уголовных дел, связанных с обвинениями в участии в этой организации или организации ее деятельности, видим, что ни в одном из тех дел, которые мы изучили, нет ни намека не только на террористическую деятельность, планирование террористической деятельности, но даже и на какую бы то ни было насильственную деятельность, на хранение
или обсуждение намерений использовать оружие, взрывчатые вещества и так далее. Людям вменяется в вину только то, что они, являясь, наверное, можно так сказать, исламскими фундаменталистами, как идеальную картину государственного устройства видят исламский халифат. Но они привержены мирному способу достижения этой цели путем убеждения. И хотя мы, конечно, не согласны ни с самой конструкцией, которая им видится желательной, ни с тем, как им представляется правильным организованным государство будущего, это их дело и право верить и убеждать других в том, что такая картина лучше какой-то иной. До той поры, пока кто-то не прибегает к насилию в реализации своих намерений и представлений о должном, он вправе верить во что угодно и проповедовать что угодно. Фактически они не выходят в своей проповеди и разговорах, которые им вменяются, большей частью это некие просто беседы между собой, не выходят за рамки традиционного ислама и представлений, которые записаны в Коране. Мало того, большинству из них, или, по крайней мере, очень многим, особенно в Крыму, вменяется в вину участие в Хизбут-Тахрир, тогда как никаких оснований полагать, что эти люди являются действительно членами Хизбут-Тахрир, вовсе нет. А в ситуации Крыма это, конечно, усугубляется тем, что в Крыму, который по международному законодательству является территорией Украины, деятельность Хизбут-Тахрир легальна. То есть эти люди стали преступниками не потому, что какое-то неправомерное поведение осуществили они, а просто потому, что изменился фактический статус Крыма. Исходя из того, что вы нам озвучивали, по вашему мнению, по наблюдениям правозащитников, для чего российским органам силовым вот эти дела, так называемые дела Хизбут-Тахрир, в частности и на территории Крымского полуострова? Если говорить в целом, то, с одной стороны, это подавление самоорганизации, имеющей мощную идеологическую и религиозную базу людей. Государство очень боится того, что люди будут объединяться независимо от него на каких-то идейных основаниях. Это касается не только мусульман, не только Хизбут-Тахрир, но и свидетелей Иеговы, Открытой России, Нового Величия, сети и артподготовки самых разных попыток горизонтального объединения, независимо от государственной идеологической основы. Особенно таких структур, которые как-то связаны за границей, а Хизбут-Тахрир организация международная, она не ограничена ни Россией, ни Украиной. С другой стороны, понятно, что поскольку речь идет о такой религиозной организации, как Хизбут-Тахрир, которая пытается вовлекать мусульман в свою деятельность, то есть, собственно говоря, проповедует свою идеологию, не насилие, не призыв к насилию, а просто свои представления о мире, о религии, о обязанностях мусульманина. Их очень легко выслеживать, даже не выслеживать, а фиксировать, привлекать и таким образом отчитываться о раскрытии террористических преступлений. Вместо того, чтобы ловить реальных террористов, которые пытаются что-то взорвать, совершить какие-то насильственные акты, ловят мирных людей, которые занимаются проповедью религиозных воззрений, и объявляют о том, что они раскрывают террористические преступления. Этот мотив отчетности региональных подразделений ФСБ, конечно же, тоже играет значимую роль. Ну и, наконец, для обоснования постоянного закручивания гаек, ограничений прав человека российской власти необходимо иметь много разных жупелов страшных угроз. Есть жупелы внешних угроз каких-то, связанных с западными странами, а есть жупел исламской угрозы, которая там обосновывалась существовавшим исламским государством, которое являлось террористической организацией и является сейчас, а по мере его ослабления все больше требует других аргументов. И вот Хизбут-Тахрир оказывается удобным аргументом для обоснования этой самой исламской угрозы. Что же касается Крыма, то здесь, конечно, это преследование становится еще и инструментом, и, может быть, даже в большей степени, чем то, чем является это преследование в России, является способом подавления национально-освободительного гражданского движения крымских татар. Это фактически наиболее чистый пример религиозного и национального подавления с помощью этого инструмента.
Поняла ваше мнение, спасибо большое. Это был член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» говорим об утренних обысках и задержаниях в Крыму. 7 июля российские силовики пришли с обысками к крымчанам в разных районах Крыма. По итогу 7 человек задержаны, еще одного человека ищут. И по версии Российской Федеральной службы безопасности их обвиняют в участии в запрещенной в России организации «Хизбут Тахрир». Напомню, что эта организация не запрещена в Украине. Сделаем небольшую паузу и продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Мы уже вам рассказали о том, что отреагировали на обыски не только в подконтрольном России руководстве Крыма, да, где озвучили свою версию событий, но и было заявление прокуратуры Автономной Республики Крым, которая находится на материковой части Украины, было заявление Министерства иностранных дел Украины. Кроме того, новые обыски со стороны российской ФСБ в Крыму осудили и в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. С нами на прямой телефонной связи заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Тамила, добрый вечер. Добрый вечер. Есть ли возможности у Украины влиять на ход вот таких дел? И что, возможно, уже предпринимает в связи с сообщениями об обысках 7 июля представительства президента в Автономной Республике Крым? На ход таких дел на самой территории оккупированного полуострова, конечно, очень сложно влиять. В первую очередь Украина как государство должна поднимать эти вопросы на международных площадках, в том числе с международными межправительственными организациями. Конечно же, необходимо работать правоохранительным органам, да, и прокуратура Автономной Республики Крым уже внесла данные нарушения прав человека в единый реестр досудебного расследования. Министерство иностранных дел уже сделало заявление, это очень важно. Поэтому необходимо собирать и документировать данные факты, передавать соответствующие международные инстанции, работать с Международным уголовным судом, которым также в дополнение передаются такие данные. Но краткосрочно, к большому сожалению, помочь нашим гражданам, которые преследуются по политическим мотивам на территории полуострова, мы не можем. Тамила, вот вы упомянули уже о Министерстве иностранных дел Украины. Они в своем заявлении призвали международное сообщество, цитирую, продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, усиливать давление на Россию. Вот мы говорили по поводу возможных, да, механизмов влияния на ситуацию в Крыму с главой Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Он говорит, что, по его мнению, возможности повлиять на то, что происходит в Крыму, несколько ограничены даже у международного сообщества. Вот на какие рычаги давления на международном уровне может рассчитывать в этом деле Украина? Очень важно вообще собирать такие данные и передавать международным нашим партнерам информацию о таких нарушениях. Потому что, конечно же, на территорию полуострова нет доступа как у Украины официально, так и у международных наблюдательных миссий. До сих пор, начиная с 2014 года, Российская Федерация фактически не разрешила работать на территории полуострова ни одной миссии, которая бы там работала постоянно. То есть там были несколько буквально миссий, одна Турецкой Республики, другая Совета Европы на территории полуострова, но это краткосрочные миссии. Поэтому очень важно общественным организациям, журналистам, да, движению «Крымская солидарность» собирать такие факты и их максимально освещать. И поэтому работа журналистов здесь в том числе важна, так как ни у Украины, как у официальных государственных органов власти, так и у международных организаций, конечно же, доступа на территории полуострова нет. Тамила, я бы попросила вас оставаться с нами на линии. Дело в том, что я хотела бы обсудить с вами еще один аспект, который, как мне кажется, важен и в контексте темы, о которой мы говорим сегодня в нашем эфире. Дело в том, что на днях генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш обнародовал второй доклад о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Этот доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года, основывается на мониторинге и документировании нарушения прав человека и международных
международного гуманитарного права в Крыму. Среди прочих тем доклад включает информацию о пытках и жестоком обращении со стороны ФСБ России и других правоохранительных органов в Крыму, включая избиения, удары электрическим током, удушения, применяемые против жертв, нарушение прав задержанных, а также, например, обвинения за публикации в социальных сетях и вмешательство в работу журналистов. Это только несколько из таких нарушений, которые упомянуты в докладе генерального секретаря ООН. Говорят в этом докладе, в частности, и о том, что в определенные периоды претензии российских правоохранительных органов к крымским татарам были непропорционально чаще, чем в отношении представителей других народов, проживающих в Крыму. И тут я возвращаюсь к нашему спикеру. Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, с нами на прямой телефонной связи. Я хотела вот у вас спросить вашу оценку, на что влияют такие доклады. Можно ли сказать, что это может каким-то образом улучшить ситуацию в аннексированном Крыму? Это уже второй доклад, который делает генеральный секретарь ООН. Действительно, очень важно сказать, каким образом собирается информация. На территории Украины работает международная миссия Верховного комиссара ООН по правам человека. Также работают общественные организации, конечно же, которые имеют определенный доступ на территорию полуострова. Таким образом, факты такие собираются, да, и публикуются в отдельный отчет. Кроме этого, в конце года принимается резолюция по правам человека, и в прошлом году впервые была принята резолюция по милитаризации. Действительно, в отчете генерального секретаря ООН указывается о том, что действия силовиков, да, вообще Российской Федерации по отношению к этническим группам, в частности крымским татарам, они являются непропорциональными, и видно, что преследование идет по национальному этническому признаку. Такого рода отчеты, конечно же, они важны, потому что это еще одна документация факта международными организациями, и это в такую, знаете, в общую копилку тех и фиксации тех нарушений, которые там происходят. Потому что мы понимаем, что процесс деоккупации, он оттягивается, да, во времени. Это не быстрый, к сожалению, процесс, и поэтому очень важна работа с международными судебными инстанциями, так называемая, как мы говорим, правовая война Украины против Российской Федерации. Поэтому важны как индивидуальные жалобы, документирование таких фактов, так и в том числе работа с международными судебными инстанциями на уровне государства Украина. Поэтому да, это очень важно, и очень важно работать с такими организациями, как ООН. Буквально один к вам такой вопрос. Там в этом докладе ООН речь идет также о препятствиях, с которыми сталкиваются люди из Крыма в доступе к украинским публичным услугам на материковой части Украины. Вот от кого зависит решение этой проблемы? Обращаете ли вы внимание, как представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, на такие замечания? Конечно, это один из ключевых вопросов, которым мы занимаемся. Это вопрос связи с людьми, которые стали жить на неподконтрольной территории, на территории полуострова, да, это сохранение связи через предоставление им административных каких-то услуг, получение паспортных документов и так далее. Поэтому если смотреть за хотя бы 9 месяцев, 10 месяцев предыдущего года, да, и начала этого года, на самом деле много изменений было, в том числе это усовершенствование контрольно-пропускных пунктов, и об этом каждый раз в каждом из отчетов и Организации Объединенных Наций, и мониторинговая миссия в ОБСЕ об этом указывала. Да. Сейчас контрольные пункты и Чонгар, и Каланчак, они отреставрированы, и, соответственно, можно более комфортно их пересекать административную линию с Крымом. Есть вопрос, связанный с доступом к определенным услугам. Мы сейчас работаем в связке тесной с Министерством юстиции, с Министерством реинтеграции, в том числе работаем над тем, чтобы крымчане имели доступ к онлайн-услугам. Поэтому, да, этот вопрос очень важен, и для нас в том числе важно слышать мнение наших международных партнеров. Это в том числе для того, чтобы иметь такую и координацию внутри страны, и убеждать наших партнеров из других государственных органов власти. Да, это является также хорошим аргументом.
Спасибо вам за то, что вы к нам в эфир подключились. Это была заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Мы обсудили с ней и задержание 7 июля непосредственно в Крыму крымчан, которых российская ФСБ подозревает в связях с организацией Хизбут Тахрир, но также обратили внимание на новость последних дней. Дело в том, что на днях генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш обнародовал второй доклад о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. Доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года. И у нас есть возможность непосредственно выяснить, как Организация Объединенных Наций проводит мониторинг для подготовки вот таких докладов. С нами на прямой телефонной связи Виталий Хилько, специалист мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Вы могли бы, пожалуйста, объяснить, вот если я правильно понимаю, доступа непосредственного на территорию Крымского полуострова у миссии нет, как тогда вы готовите эти доклады? Да, все верно. Действительно, физического доступа у сотрудников мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине нет на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Тем не менее, начиная с марта 2014 года, наша миссия занимается документированием всех случаев нарушений прав человека на территории полуострова. Прежде всего, мы используем так называемый метод дистанционного мониторинга, который включает в себе непосредственно проведение индивидуальных собеседований с жертвами, со свидетелями нарушений прав человека. Это лица, которые проживают в Крыму и переехали на материковую часть Украины, либо проживали, либо те, которые регулярно посещают территорию Крыма. Мы с ними встречаемся на территории материковой части Украины. Также мы используем современные средства связи для общения с этими лицами удаленно. Таким образом документируем все те нарушения, которые имеют место. Кроме того, миссия также осуществляет регулярные мониторинговые визиты на административную границу с Крымом и также общаемся с лицами, которые пересекают ее в обоих направлениях. Кроме этого, также миссия занимается анализом законодательства, которое применяется на территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, изучает индивидуальные судебные решения по делам, контактирует с государственными органами на материковой части Украины по вопросам прав человека в Крыму. Виталий, можно ли тогда прояснить у вас этот момент с доступом, потому что у нас несколько раз даже в эфире звучала эта информация непосредственно от приближенных к подконтрольным России органам власти в Крыму. Министерство иностранных дел России реагировало на программу «Радио Крым Реалии» в конце прошлого года, когда мы говорили о том, что не работает миссия ООН на территории Крыма. Почему ООН не может осуществить мониторинг в Крыму, учитывая то, что и Министерство иностранных дел России и в руководстве подконтрольном России, руководстве Крыма говорят о том, что приглашают организацию приехать в Крым. Вели ли в организации переговоры об этом? Что мешает? Кстати, проблема заключается в деталях, а именно основной момент, который не позволяет осуществлять такой мониторинг непосредственно на территории Крыма, заключается в ряде в положениях международного права. Именно мы руководствуемся своей деятельностью резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68-262, которая говорит о том, что территория Автономной Республики Крым и города Севастополя является территорией Украины, и любая коммуникация с Российской Федерацией всегда происходит с отсылкой на эту резолюцию. Исключением не стала и подготовка данного доклада. В самом докладе даже раскрывается эта деталь, что в январе 2020 года Управление Верховного комиссара по правам человека ООН, это непосредственно в Женеве, была передана вербальная нота Российской Федерации относительно возможности организации мониторингового визита на территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь. При этом, как я уже сказал, в данной ноте содержалось указание на резолюцию 68-262, которая говорила о том, что территория Автономной Республики Крым и города Севастополь является территорией Украины. И был получен ответ
согласно которому Российская Федерация заявила о том, что они принципиально выражают принципиальное несогласие, непринятие любых резолюций Генеральной Ассамблеи, что по крымским и вопросам Украины. И в связи с этим, тем не менее, они готовы предоставить такой доступ только в том случае, если любой такой доступ будет совершаться на основании законодательства Российской Федерации и на тех же условиях, на которых осуществлялся бы визит в любую другую часть именно Российской Федерации. То есть Россия требует от ООН признать Крым частью России? Ну, это нет такого прямого признания. Ну, скажем, ответ был именно такой, что если ООН хочет работать в Крыму, то такой визит может быть только если определены все те требования, которые выдвигаются для посещения любой другой части Российской Федерации. С такими условиями, естественно, осуществление такого визита невозможно. У меня остается буквально несколько минут, но очень важно задать вам этот вопрос. Вот мы рассказывали в нашем эфире сегодня об этих массовых обысках, задержаниях в Крыму, которые состоялись 7 июля. ФСБ России подозревает 7 задержанных крымчан в участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. Приняли ли в миссии во внимание эту информацию и как вообще миссия оценивает уже существующие дела Хизбут Тахрир? Миссия принимает, анализирует и производит верификацию всех дел, которые касаются нарушения прав человека на территории Крыма, включая также и инцидент, который произошел сегодня, 7 июля 2020 года. И если мы уже говорили о докладе генерального секретаря ООН, то в нем также содержится информация, которая касается лиц задержанных с участием к деятельности данной организации и рассматривается непосредственно в разрезе нарушений права на справедливое судебное рассмотрение дел в отношении данных лиц. Поэтому, да, миссия собирает внимательно эту информацию, анализирует и также будет соблюдены все процедуры, верифицирована данная информация и, возможно, войдет в следующие доклады. Спасибо вам большое. Это был Виталий Хилько, специалист мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Я отмечу, что на днях генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш обнародовал 2-й доклад о ситуации с правами человека в Крыму и Севастополе. У нас была возможность непосредственно у представителя миссии ООН узнать, почему же миссия не работает на территории аннексированных Крыма и Севастополя, особенно учитывая то, что российские власти заявляют о том, что они приглашают международную организацию для работы в Крыме. Виталий Хилько объяснил нам, что есть определенный нюанс. То есть, по факту, Россия требует от Организации Объединенных Наций признать Крым частью России. ООН, напомню, не признает аннексию ни Крыма, ни Севастополя. В эфире радио Крым Реалии 7 июля говорили мы о массовых задержаниях и обысках, которые прошли в разных районах Крыма. Утром 7 июля задержаны 7 человек, еще один человек находится в розыске, и согласно заявлению Федеральной службы безопасности России, всех этих людей подозревают в участии в запрещенной в России организации Хизбут Тахрир. У нас была возможность уточнить подробности у адвоката из Крыма Лили Гемеджи, которая рассказала о том, что думает о версии Федеральной службы безопасности в Крыму сами подозреваемые. Лилия Гемеджи сказала, что никто из них все отрицают те обвинения, которые прозвучали в их адрес. К нам подключался в эфир глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, который высказал свое мнение относительно того, с чем могут быть связаны эти обыски и задержания. Радио Крым Реалии же будет следить за этой ситуацией. Я отмечу, что все новости в режиме реального времени появляются на сайте Крым Реалии. Вы можете заходить, читать все подробности. И напомню также нашим слушателям, что у вас есть возможность не
только звонить нам в прямой эфир, но вы можете также писать по электронной почте, в редакцию Крым Реалии, а также заходить на сайт Крым Реалии, там есть форма обратной связи, вы можете указать, что у вас обращение к радио Крым Реалии, мы обязательно его прочитаем. Я же, Елена Римовская, с вами прощаюсь, желаю хорошего вечера, до свидания.